течение дня явка растет с геометрической прогрессией. Если в 10 часов утра на избирательные участки пришли 2% горожан, к полудню 10%, то уже к 6 вечера на избирательных участках побывала почти половина всех горожан. Многие приходят сделать свой выбор с семьями. На избирательном участке номер 104 сегодня поставил галочку в бюллетень и председатель собрания депутатов Вячеслав Жилин. Безусловно, это пример не только для тех, кто сегодня голосует, в том числе для детей. Мы видим, что приходят с детьми. Я думаю, что это воспитательный процесс. Ну и для всех жителей города Златоуста, конечно, необходимо приходить и голосовать. Горожане отмечают хорошую организацию выборов. На многих избирательных участках выступают творческие коллективы и работают буфеты со свежей выпечкой. И очень вкусно стропы. И цены недорогие. Изюминкой этих выборов стали избирательные кабинки для людей с ограниченными возможностями. На участке номер 57 голосуют горожане со слабым зрением. Сделать свой выбор им помогает современная техника. Видеоувеличитель, голосовой информатор, читающая машина и специальный трафарет. Бюллетень вставляется в этот трафарет. И инвалид по зрению, если у него есть остаточное зрение, может прочитать крупно. Здесь крупным шрифтом, в отличие от бюллетеня. И проголосовать. Здесь прорезаны окошечки. Около 2000 златоустовцев заранее позаботились об открепительных удостоверениях и могли проголосовать в любом городе страны. Некоторые горожане смогли сделать свой выбор, не выходя из квартиры. Например, к Евгении Серебренниковой члены избирательной комиссии приехали с урной на дом. Евгении Ивановне недавно исполнился 101 год. 3, 4, 5, 6, 7, аж 7. Так. По данным на 6 часов проголосовали 50% златоустовцев. Эта избирательная кампания проходила без нарушений, отмечает председатель территориального избиркома Татьяна Долейко. В нашем городе администрация для удобства граждан организовала бесплатный проезд в городском транспорте. На избирательных участках была музыка, работала буфетная продукция, чтобы создать праздничное настроение у избирателей. Ровно в 8 вечера избирательные участки закрылись, и члены избиркома начали подсчет голосов. Уже завтра в 2 часа дня в программе «Вестник» мы сообщим предварительные итоги голосования.